Вот расскажем историю еще одной шикарной собаки с сложной судьбой. Его зовут Бим. 3 года назад мороз был сильный. Даже туман. Прям от мороза у нас, когда сильный мороз, то туман на улице. По группам была распространена информация. Белая собака ползает по дороге. Собаку сбил автобус. У нас волонтер, есть Наталья Потаева и ее муж. Вот, они вышли, побежали искать эту собаку. Потом пишут, мы забрали, мы эту собаку забрали. Получается, около 101-го дома его автобус сбил. То ли не увидел, то ли сбил, но и не остановился, уехал. Люди вот это сообщили, они его на машину посадили, положили и отвезли в ветеринарную клинику. Какую-то одну из двух. Это я уже не спрашивала, даже не знаю. Ой, сказали, что скорее всего, а он был в стрессе, в шоке, у него задние лапы вообще не двигались. Сказали, что скорее всего у него там перелом таза, бедер, в общем, костей, надо его усыпить. Но ребята сказали, не, мы не будем усыплять, потому что он, шевелится, двигается, но вот задние ноги нет. Они забрали его к себе домой. Ему уколы сделали, разные, какие назначили. И ему легче стало, легче. Дня 2 он у них был, он на ноги стал, потом повезли, по-моему, они потом еще раз в ветеринарную клинику, там его всего общупали, осмотрели и сказали, нет, все кости целые, все с ним хорошо, это он ушиб сильный удар и стресс. Эти ребята, которые вот ухаживали за Бимом, узнали, а сосед к ним пришел и говорит, ой, я эту собаку знаю, я знаю, это хозяйская собака, я знаю этого хозяина. Мы нашли этого хозяина. Шкет, ты уже кино про тебя снимали. Бимочка, давай. Мы нашли этого хозяина. Этот хозяин пришел и сказал, что мне эта собака не нужна. Что это она теперь, ни ноги не двигаются, это вообще это не моя собака. Я брал ее щенком для племянницы, а племянница его выкинула. В общем, 2 семьи отказались от этой собаки. Мы его забрали, потом все-таки хозяин пришел, забрал его. Забрал, потом через неделю опять информация. Собака ползает, задние ноги отказали, ползает по дороге. Думаем, да что ж такое, еще одна белая собака, и опять такое. Нам в голову даже не пришло, что это снова он. Что пришли, а он действительно это он. Мы его забрали в приют, больше не отдавали. Ну, они, конечно, не сильно хотели забрать. Мы его, когда кастрировать, опять хозяин уезжал, опять он куда-то на юг, по-моему, тоже в Краснодар. Что они так себя ведут, эти краснодарцы, непонятно. Дал нам только денег, эту неполную стоимость на кастрацию, мы его прокастрировали. Пес был совершенно здоров, просто он от шока, когда, наверное, на него нельзя было голос повысить. Вот вы знаете, чуть-чуть прикрикнуть, там, Бим, ты куда пошел? А у него раз и лапы отказывают. Это на нервной почве было. Да, где-то с полгода, а потом все прошло, он бегает, все у него нормально, мы его обследовали, насколько могли, проверили, уже прошло после того лечения, уже 2,5 года. Собака абсолютно здорова, очень хороший, он тоже порода лайки, разные же бывают, это же вот сибирские, бывают высокие, длинноногие, бывают эти хвосты крючком, но у него такой полуколечко, сейчас он чего-то побаивается, стесняется в стрессе, ровненький хвостик. А так вообще это собака лайка. Очень красивая лайка. Он добрый пес. И сам он ни на кого никогда не кидается. А его обижают, потому что вот получается, как они чувствуют, вот если добрые собаки, их начинают гонения на них устраивать. Вот он уже 1 раз был у нас раненый, мы его зашивали под наркозом, под лапкой покусали его. Мы-то контролируем, сейчас-то мы следим, потому что у нас целый день, кто-то есть. А тогда же было как? У нас же не было должности рабочего, никто нам его не оплачивал. Поэтому мы как волонтеры записывались по графику. Утро, вечер, утром приходим, быстро убираем, кормим. Кого можем, закрываем, остальные здесь на свободном выгуле. И тогда и собак было меньше, как-то немножко полегче было, они не так вот ссорились.
Вот. А сейчас потом одни гранты выиграли, другие, вот построили вольеры, уже расселяем, но все равно получается вот ссоры бывают. Вот сейчас увидели прямо укус зуба. Где это, когда, непонятно. Вчера он закрытый был. Поэтому вот мы вообще рекомендуем в первую очередь, если вы хотите собаку, то заберите, пожалуйста, нашего Бима. Красивого, умного, доброго. Красивый, умный, добрый и все понимающий, ласковый. Он улыбается. Видите, у него так, как собака-улыбака. Из этого. Но сейчас он грустненький, он просто напряжен. А так всегда, если он увидит человека, он улыбается, пляшет, этой попой вертит, хвост. А еще он настолько сильный, вот не волнуйтесь, если вы сейчас мы рассказали историю, что там лапы отнимались, это уже прошло 2,5 года, он абсолютно здоров, он настолько сильный, когда он тянет, если на поводке, то можно спокойно санки запрягать, садиться и ехать, и он будет катать всех, да? Ой, он засыпает уже, все, мы его нагладили. Галина Геннадьевна, давайте ваше мнение. Да. Ну, тут лучше кушать варите, да? Ну да, здесь у нас вчера наготовила, сегодня мало кастрюля. Вообще мы варим по 2 каши на утро, 2 каши на вечер и 2 бульона. Вот здесь вот совершенно. Вот бульончик такой прозрачненький, вкусненький. Сам бы ел, да денег надо. Пахнет ароматно. Да, ароматно, мясо хорошее. Вот. Так вот мы и живем. Молодцы, молодцы. Крупы всякие. Вообще, в основном делаем 7 злаков, все крупы перемешиваем. И сколько раз в день кормите? 2 раза. 2 раза утром и вечером. Утром и вечером, да. Ну и плюс сейчас... вкусняшки какие-то, да, даете Ну, еще? конечно, приносят нам очень и пирожные всякие любят, и хлебушек. Вот приносят очень много хлеба, режем мелкими кусочками, как греночки такими, очень любят тоже. Ну, в общем, не голодные. Это самое главное. Да, сытые, даже перекормленные, по-моему. Что-то уже кашу не хотят вообще кушать, одно бы мясо.